На программу в прямом эфире 24 ноября поступило обращение от местного жителя. Он задал вопрос заместителю руководителя Автодора. Жалоба касалась огромного количества искусственных неровностей на трассе между Назранью и Малгобеком. У нас только на одном участке от Кантышевского перекрестка до Далакова я штук 30 насчитал. Со знаками, без знаков и без необходимости. Обращение услышали, и уже сегодня рабочие приступили к демонтажу части из них. В Автодоре нам объяснили, такое количество неровностей – вынужденная мера. В республике крайне высокий уровень аварийности, но чтобы снизить дискомфорт для водителей, решили убрать каждую четвертую неровность. На сегодняшний момент уже демонтировано 6, еще будет демонтировано 10 искусственных неровностей. Думаю, комиссионно было проведено обследование с участием ГИБДД, Автодор и представителей муниципалитетов, которые расположены здесь на этом участке дороги, по которым было принято решение именно демонтировать 16 искусственных неровностей. Но проблема не только в этом. Есть участок дороги Назрань-Малгобек. Там на отрезке в 12 километров от Кантышева до Чулков только в этом году установили 12 новых барьеров. И как выяснилось, неспроста. В прошлом году на этом отрезке погибло 18 человек. Для спасения жизни такие жесткие меры были необходимы. Однако для автомобилистов они оборачиваются массой неудобств. Во время наших съемок водители, видя камеру, сами подходили и просили им посодействовать в решении проблемы. بقول ديال فيمز عياك بردورش نظر يعني أفتح ساعة عيال من موقع بيك أكاش شد ساعة قديم بردور يوز يترمز كلوت كاش خوش 10 دقائق خوش هار بيت تدعون أي شيء خوش يسوي رجعون. Ситуация сложная. С одной стороны, страшная статистика ДТП с большим количеством летальных исходов, с другой – дискомфорт автолюбителей. Но в Автодоре пообещали, что в будущем найдут более современное решение. Согласно решению, мы будем демонтировать все искусственные неровности. И в дальнейшем будем пытаться привлекать видеокамеры, установка дополнительных дорожных знаков. Таким образом, дилемма между безопасностью и комфортом начинает понемногу решаться. Пока демонтажом, а в перспективе с помощью технологий. Остается надеяться, что это позволит и аварийность снизить, и водителям вздохнуть с облегчением. Адам Гулоев, Мохаммед Яндиев, Магаз 24.